нашей стране рождаются дерзкие, смелые парни, которые не хотят маршировать под государственный гимн, которые по своим принципам и убеждениям готовы отказаться защищать Родину. С чем это связано? Мечты о красивой жизни, справедливости или быть некими Робин Гудами? Вся эта красивая воровская романтика, которая завлекают молодежь, это ведь только одна сторона. А что по другую сторону? Достаточно вспомнить судьбу одного из самых ярких представителей криминального мира – Вячеслава Иванькова. Он сначала отсидел в колонии на родине, потом в Америке, а когда вернулся в Россию, то толком не успел начать жить, и его застрелили. Хотите ли вы такую судьбу или нет? Поговорим об этом в новом выпуске программы «Грани». То, что мы, взрослые, упустили, давайте работать уже над младшим поколением. Я вот, к сожалению, да, говорю, то есть мне, вот так если возвращаться к этой теме воров в законе, мне больше всего в этой романтике не нравится их отношение к военным обязанностям. Я категорически не воспринимаю, мы все знаем, какой был резонансный случай, что вора в законе лишили звания за то, что он один день побывал на мартовском наступлении. Это что, мы пропагандируем дезертиров? Вот как это объяснить? А у нас далеко не такая ситуация, что мы можем смело сказать, что завтра ничего не произойдет. Мы детей подталкиваем в этот мир, в котором вот такая пропаганда. Дай бог, чтобы я ошибался, но, к сожалению, их правила такие. Да, у них не существует нации, у них нельзя в руки брать автомат, там только каких-то определенных этих. Нам нужно выиграть вот эту войну. Да, вот, молодежь надо перетащить к себе. Мы должны их сознание изменить, мы должны их подход вообще изменить к мироощущению. То есть мы должны пропагандировать совершенно иные вещи. Здесь ничего гадать особо нам не нужно. У нас есть такой кодекс поведения Апсора. Если в него углубиться, там все есть. Просто весь вопрос в том, как мы вот это вот доведем до умов, до сознания наших детей, чтобы они выросли немножко по-другому, понимая, как в этом мире надо жить. То есть брать оружие, совершать преступления и так далее, это можно, а защищать свою родину как бы нельзя. Это целая, очень стройная идеология. И после войны, конечно, до 2000-х годов и так далее у нас это вообще как бы не видно. А потом тихо-тихо все это начало. И влияние внешних сил в этом плане очень сильное. Значит, абхазы даже, которые попали вот в эту ситуацию, у них немножко психология другая, там родственники, друзья, соседи, немножко подход к этому у них совершенно другой. Но, простите, вокруг нас есть другой мир, который мы хотим, не хотим, мы маленькие, на нас влияет. И это очень опасно для молодежи, для идеологии страны, для государства. Конечно, мы с этим должны закончить. При всем при том, что многие в это попали еще из Советского Союза, и понятно вот такое. Я не могу сказать, что многие из них вот какие-то там ярые преступники, которые там тогда, они просто попали вот в эту среда, которая многие являются носителями, скажем так, вот такой формы, но внутреннее их содержание другое. Но мы должны покончить и с внутренним содержанием, и со всеми делами, потому что это будет подрывать государство, общество, и ничему хорошему это не приведет. Президент России Владимир Путин подписал закон, ужесточающий наказание для криминальных авторитетов, воров в законе. Он вводит новую статью за лидерство в преступной иерархии, устанавливает ответственность за участие в собраниях преступных сообществ. Уголовный кодекс России пополняется новой статьей «Занятие высшего положения в преступной иерархии». За это предусматривается наказание в виде лишения свободы сроком от 8 до 15 лет с возможным штрафом до 5 миллионов рублей. За создание или руководство преступным сообществом, а также за участие в собраниях преступных сообществ будет грозить до 20 лет. На сегодняшний день подобный законопроект лежит и в нашем парламенте. Проект, который находится здесь в парламенте, он, на мой взгляд, достаточно подготовленный, нормальный закон. Во-первых, это не наше изобретение, только таким законом пользуются и соседние страны. В частности, вы знаете, в России уже
насколько я знаю, в 2 чтениях был принят, сейчас в 3-м чтении, по-моему, уже тоже принят, не знаю, насколько это. Ну, в общем-то, это нельзя сказать, что это какой-то сырой закон, который невозможно было бы принять. Вообще, прежде чем эту тему обсуждать, наверное, нужно сказать и о том, что криминализация сознания общества имеет место быть в Абхазии, к сожалению. Это серьезная проблема современного абхазского общества, потому что здесь нужно говорить не потому, что там рост преступности и так далее, просто идеология проникла глубоко. Образ жизни, мышление, и молодежь это вот впитывает неформальные правила криминальной среды в обществе в целом. Вот такое проникновение имеет место быть. Это видно, как сегодня молодежь, особенно это почему говорю молодежь, предпочтение отдают, и в этом наибольшая часть, даже можно сказать, имеет место быть. Может, со временем чуть меньше стало, но вот эта проблема давно стоит. В нашем институте гражданского общества очень много говорили еще в 2012-2013 году. Помнится, что в 2013 году Верховный суд даже обращался с законодательной инициативой в парламент. Есть такое официальное обращение Верховного суда Абхазии, где они внесли проект закона, который предусматривал, среди прочих, уголовную ответственность за занятие высшей иерархии в преступном сообществе. Но, как и тогда, по настоящее время тоже такой законопроект существует. Знаем, что находится в парламенте. То есть эта тема давно обсуждается в абхазском обществе, и это неспроста обсуждается потому, что эта проблема существует. Социальными проблемами, возможно, это криминализация общества рождена неравенством доходов, поляризация доходов населения тоже имеет место, да? Кризис семьи, разрушение полноценной системы воспитания подрастающего поколения. Да? Я вам хочу сказать, что министр внутренних дел у нас Аршпа Гарькевич мне сказал, в свое время он имеет большие связи, работал в Российской Федерации, он сказал, что многие из них выписываются сегодня из России и пишут, куда вы уезжаете на постоянное место жительства, они пишут Абхазию. Это, понимаете, мы можем стать таким отстойником, где даже наши доморощенные, которые когда-то в советское время, их нивелируют просто-напросто, потому что тот же российский преступник и так далее, они обладают не только титулами и так далее, это уже там бизнес, это очень богатые люди. И эти деньги им нужно будет где-то контролировать и находиться. Здесь все может превратиться в большой отстойник. Просто-напросто их влияние, финансовые возможности и так далее даже не сопоставимы с нашим бюджетом. И если мы это не примем и сразу же мы не откажем, мы очень плохо закончим, поверьте мне. Они имеют достаточно большое влияние, финансовые ресурсы, они начнут влиять на власть. Я вам хочу сказать, вопрос нашей государственности встанет под большим жирным вопросом. Мы там это со смехом на это смотрим. Никакого смеха нет, поверьте, это очень опасные вещи. Мы что, больше, простите меня, мощнее, чем латиноамериканские некоторые страны, где наркокартели заправляют? Посмотрите, многие, кто не знает, пусть фильмы посмотрят, где руководители этих наркокартелей, а они это преступники, те же самые, строят чуть ли не себе тюрьмы, в них живут там и управляют страной. Наше экономическое положение очень слабое, и, простите меня, нанять людей, тем более, когда у нас, по большому счету, проходной двор к нам может попасть откуда угодно, с какой стороны человек, нанять киллеров, разобраться, там, с политическими деятелями, разобраться, с кем-то более-менее значащими и так далее, и поставить людей, которым будут они управлять, пугать. Там вопрос силы.
вопрос как бы тогда. Мы со смешком относимся, но мы к этому относимся, потому что мы знаем многих наших как бы близких, там, родственников, кто попал в это. Они это другие люди, как бы у них другая психология, как бы, понимаете? А, простите меня, придут другие. По другую сторону нашей границы в Грузии такой закон работает уже более 15 лет. С 2006 по 2010 год 180 членов воровского мира были задержаны и осуждены. А у представителей мафии и коррумпированных чиновников было конфисковано имущество на сумму $1 миллиарда. Я что-то не слышал, чтобы, как говорится, у нас в обществе вот так кого-то, как говорится, из криминальных авторитетов кто-то кого-то ругал. Слышали где-нибудь? Я не слышал. А чё ж так? У них что, все такие вот идеальные? Да просто страх. И весь вопрос. А это минимальный такой страх. А завтра, когда появятся совершенно другие люди с большими деньгами, с большими возможностями, люди, у которых будут в охране, я извиняюсь, там 20-30 человек, как говорится, и по улице они будут ездить не как даже президент, у которого там одна машина сопровождения и так далее, их будет 5-6 машин сопровождать. И куда они будут выезжать, по 100-200 человек их будут сопровождать. Я тогда посмотрел бы на них, как они будут с ними разбираться. Пофамильно потом будем разбираться, да, кто, что, чего и так далее. Нельзя этого допускать, мы должны с этим закончить. И самое, мне кажется, что те люди, вот, которые в советское время попали в эту ситуацию, сегодня даже являются, носят там вот эти регалии, они внутренне понимают, что время ушло, это не нужно, я в этом уверен. Ну, если они люди соображающие, как бы, они это понимают, как бы. И если они еще немного патриоты своей страны тоже. А я не думаю, там многие из них, как бы, есть такие пострадавшие, что даже пересказывать нельзя. Там семьи такие, что там без слез не расскажешь. Вот. Они понимают, что это не перспектива для страны. И, кстати, я вам хочу сказать, что они не позволяют, многие из них, там, кого-то, простите меня, там, вовлекать в молодежь и так далее. Но это они. Но это вы не остановите. Если мы сейчас не остановим, мы должны закончить с этим. Если Абхазия, да, останется страной, где за положение в преступной иерархии не будет предусмотрено уголовной ответственности, ну, безусловно, те, которые могут находиться на территории Абхазии в силу своего происхождения или иных каких-то обстоятельств, конечно же, не будут пытаться быть здесь. И, безусловно, это повлияет на какой-то, может быть, даже всплеск может произойти той криминализации, о которой мы говорим уже. То есть она может еще более усилиться, эта ситуация может больше в худшую сторону. Поэтому Абхазии, как и во всем мире, да, сегодня какие-то происходят действия, принимают законы, которые ограничивают лиц, которые занимают высшее положение в преступной иерархии, приближенным к ним, наверное, такие меры принимать нужно. Если раньше в Грузии роскошные автомобили и особняки делали криминальных лидеров примером для подражания для многих молодых людей, то теперь в изъятых у воров домах стали открываться полицейские участки. После конфискации на автомобилях, которые принадлежали ворам, стали ездить полицейские. Получается, баланс сил изменился. Преступность-то всегда была, но здесь, когда так получается, да, в последнее время мы часто слышим, и часть общества, где бы ни работали, да, в правоохранительной среде и так далее, что вопрос разрешить помогли представители преступного сообщества, помогли найти похищенное имущество. То есть это о чем говорит? Это говорит о слабости самой правоохранительной системы, но если даже можно сказать здесь самой власти, да, раз такое происходит. Надо наладить работу так, чтобы то есть механизмы государства должны работать так, чтобы гражданин, у кого возникла проблема, да, который оказался предметом преступного, объектом преступного посягательства, чтобы он обращался в правоохранительные органы, а не
к преступным элементам, к криминальному сообществу. То есть в итоге мы, если вот так анализировать эту ситуацию вокруг криминализации сознания, мы придем к выводу о том, что правовая культура низкая. Правовая культура низкая. То есть государственным институтам нужно развивать правовую культуру. И, кстати, самое интересное, что и криминальный мир вел себя не так никогда. Именно вот абхазскую часть, которую я слышал, очень как бы они это не рекламировали, они это не создавали вокруг этого хорошее орел. Они говорили, что да, ну у нас так получилось, ну пусть это вас, это знаете, как болезнь. Я заболел, ну дай Бог, чтобы никто из вас не заболел и никто ко мне не подошел бы. А сейчас нет. Это реклама, это демонстрация, сбор вокруг себя всяких, как говорится, извиняйте, молодых людей. Это как заражение гриппом. Вот человек, который заболел гриппом, он не должен приходить в общественное место и пытаться заразить всех. Вот это вот, на мой взгляд, вот такая как бы болезнь. Другие, которые, ну, кстати, я вам хочу сказать, что среди, мы же практически здесь в стране живем, знаем всех, многие, вот, ну, кто попал в тот мир и так далее, они этим мне никогда не позволяют. Они говорят, что да, у нас получилось, но ни в коем случае они не позволяют распространяться этой болезнью. Вот надо дать им должное, что при всем при том, что с ними так случилось, они это не приветствуют и не делают это. А молодые люди, которые как бы пошли, они немножко... Вас не удивляет, что, предположим, вот такие молодые люди, и они попадают вот в этот мир? Кстати, не имея никакого криминального вообще, никакого криминального профиля. Да потому что это стал как бизнес-проект. Тот санаторий, который на сегодняшний день у нас в Драндах находится, никакой смысловой нагрузки в нем я не вижу. Потому что, по большому счету, ситуацию мы там не контролируем. Там свои какие-то, свой какой-то мир, который фактически диктует свои правила или свои какие-то там права администрации тюрьмы, которая на птичьих правах там. Я, может, говорю сейчас страшные вещи, но это, увы, это наша действительность такая. Слышу критическую массу в народе о том, что вот оно нам надо сейчас деньги тратить на тюрьму. Я уверен, что надо, потому что элементарно на сегодняшний день нам надо разделить, да, вот, особо опасных преступников, несовершеннолетних и простых неосторожников. Да, вот представляете, вот эти все находятся в одном обществе, закрытом, и какое они друг на друга влияние оказывают, мы же представляем, да, то есть это абсолютно не соответствующее никаким правилам и стандартам заведения. Мы дожились до того, что со свадьбы, после свадеб там продукты собирают, то все как бы там возят, там, я извиняюсь, там, в тюрьму, как бы чуть ли не это. Дожились до того, что там некоторые как бы сбрасываются деньги. Сбрасывайся, помогай инвалиду, как говорится, помоги, как бы вон у нас куча ребят, которые войну прошли, несчастные, лежат дома, даже стесняются в общество инвалидов обратиться, потому что дети инвалиды есть и так далее. Что это за сборище для какого-то общака, как говорится, преступного, значит, чтобы для чего? Чтобы ему купить бронированную машину, как говорится, чтобы ему купить, как говорится, там и так далее. Если ты такой благородный, как говорится, помоги, как бы, если ты хочешь потратить, как бы, там, у тебя дома, видимо, все так хорошо, что ты можешь себе позволить там лишнюю гуманитарную помощь, как бы, осуществлять. Что это вообще такое? Я не говорю про тех, а те, которые берут, им это не стыдно, как бы, вообще, как бы, тоже. А как они их берут? За красивые глаза дают, да? Ничего подобного. Боятся, видимо, раздают. Или же от них хотят иметь какие-то услуги. Ну, значит, они сами тоже такие же, простите меня. Я, например, так понимаю. По-другому я это не понимаю. Получается, что коррупция и воровство – часть нашего образа жизни. Возможно ли что-либо поменять, если мы не любим правила? Само название – это криминальные авторитеты. Значит, весь криминалитет, который приходит к ним. Каким образом, скажите мне, если многие из них такие пушистые, хорошие, вы говорите, они находят машины. Как? Они что, следователи? Каким образом? Давайте мы тогда выдадим форму, заплатим зарплату, пускай они справедливые, хорошие. Ну, давайте примем. Какие проблемы? Вот место милиции.
Пусть работают. Зачем нам как бы там и так далее. Как? Каким образом это находится? Да потому что, слушайте, это вы нашли выход на них, у вас украли машину, вам вернут. А меня нет. У него нет, у другого нет. Ему не найдут. Произошел побег. Я на тот момент был замом министра внутренних дел. Министр поручил мне, как полагается в таких ситуациях, провести обыск. Я романтик, еще до конца не понимающий, куда меня посылают, приезжаю, смотрю людей, которых со мной прислали. Ни одного человека из оперативных служб, из уголовного розыска нету. Оказывается, правило такое негласное существует, потому что они типа соприкасались в жизни, они их сажали, что это могут быть нехорошие эксцессы, их туда. Значит, в основном я туда приехал с участковыми, ППС, ГАИ. Ну, понятно, да? То есть я ни в чем абсолютно не хочу там принизить роль этих людей, но у них круг обязанностей, да, совершенно другой. Да? И вот применение физической силы для них немножко по-другому воспринимается. Вот такого боевого опыта, будем так говорить, у этих людей поменьше, чем у сотрудников того же уголовного. С оружием внутрь заходить, естественно, нельзя. Только спецсредства там и так далее. Да. Ну, собрали мы человек 200. Построили, все, там дали указания, все, я говорю, я иду с вами. Все, ребята, не переживайте, если не впереди, то точно не сзади вас буду. Нам нужно изъять все, что не должно быть в этой тюрьме. Раз нам такой шанс предоставился, то тут ко мне обращается нижестоящий офицер и говорит, вас с вами хотят пообщаться. Я говорю, кто? Ну, говорит, их руководство хочет с вами пообщаться. Я говорю, без проблем, я тут же иду туда. Единственное, что на ходу пистолет свой оставляю. Поднимаюсь прямиком. Ну, прекрасная камера с диванами, с телевизорами, с кондиционерами. Вот. Нормальные, адекватные люди на самом деле. То есть никакого там вот. И они говорят, ну, мол, типа, мы понимаем, что вы должны будете делать, но чтоб беспредела не было. Я говорю, хорошо, что вы понимаете, что мы должны это делать, и мы это сделаем. А говорю, то, что беспредела не будет, я для этого, говорю, буду я находиться там и лично буду контролировать обыск каждой камеры и каждого помещения. Вас это удовлетворяет? Ну, мы вас хорошо знаем, уважаем, ветеран войны был. То есть и вот на таком, скажем так, на такой волне мы друг друга поняли. Ну и, соответственно, начали проводить этот обыск. Ко мне приставили какого-то парня, который следил за тем, как я себя веду. Да? Вот. Что-то мы нашли, ну не что-то там, полкомнаты это заняло, там всяких вещей, которые не должно быть, да, ну, соответственно, ничего сверхъестественного такого, там, типа оружия или каких-то больших кинжалов, там, какие-то, ну, нашли мы какие-то заготовки, все это изъяли. Но сказать, что мы переломили ситуацию, у меня такого оптимизма нет. Все как было, так и осталось. То есть, даже если мы что-то бы изъяли, это точно так же могло появиться через какой-то определенный период времени. И что? И, к сожалению, люди, которые там работают, да, они говорят, вы должны понимать, что мы находимся в заложниках. По большому счету оно так и есть. И я думаю, что вот этот хрупкий мир, который держится, да, он в любое время может дать про какую-то трещину. И каким эксцессом это может закончиться, я не могу с уверенностью сказать. Поэтому желательно было бы эту систему поменять. Да, вот, например, в том санатории, будем его называть, который сейчас, там достаточно жесткие условия для пребывания, а где-то рядом построить, ну, рядом, обязательно за забором, где-нибудь километрах 10-15, как и планируется, совершенно другую тюрьму.
с другими условиями содержания, с возможностью для людей не просто там находиться. Меня просили, кстати, люди, которые там находятся, да те же самые неосторожники. Да, то есть им скучно элементарно, да, им хочется чем-то заниматься, зарабатывать хочется. Мы должны это сделать. Это Как будет выглядеть, очень интересно увидеть, как будет выглядеть приговор в отношении такого лица. Что там будет записано? Там будет достаточно одного предложения, что он является, занимает высшее положение в преступной иерархии, является вором в законе, и за это будет постановлен обвинительный приговор? Может быть. А может быть, является лицом, занимающим высшую иерархию, но будут устанавливаться какие-то деяния, которые это лицо совершило, и на основании этого будет постановлен обвинительный приговор. То есть я не увидел приговора, вот я шел к вам и думал, может, какую-то судебную практику посмотрю российскую, но я не нашел никакую судебную практику пока что. Есть привлеченные, но пока судебной оценки еще не было дано. То есть получается в итоге, что даже если парламент, да, примет этот закон, с его применением могут возникнуть некоторые вопросы. И покажет время, наверное, все-таки. В социальных сетях ежедневно появляются десятки специализированных групп, посвященных АУЕ. В них на сегодняшний момент зарегистрированы тысячи подростков. Порой такие сообщества прикрываются названиями известных компьютерных игр. В этих группах подростки в системе АУЕ чуть ли не сразу после школы стремятся попасть на зону. Кто же в этом виноват? Государство, родители или криминальные авторитеты, к которым данные активные группы АУЕшников вроде бы не имеют никакого отношения? А ведь эта беда может прийти в любой дом. Дети, которые ради популярности готовы идти на преступления, могут живыми домой не вернуться. Кто тогда возьмет на себя ответственность отвечать за это? Если мы это не остановим, мы просто угробим. Это то же самое, как вот я где живу, в Кутолах, мы, вот соседи наши и так далее, всегда смотрят за тем, мы все смотрим за нашими соседями, детьми, чтобы никто из них, не дай бог, там, не курил, значит, чем-нибудь не забавлял, что-нибудь плохое делал. Если этот сосед видит соседского мальчика и тут что-то плохое делает, и если он его не заставит, чтобы он это не делал, не скажет родителям и так далее, вот по абхазским, да и по любым, как бы, это же правильно, если вот вашего ребенка, как бы, если он что-то плохое делает, если кто-то не остановит. Но мы же не останавливаем. Мы наоборот, как бы, даем преференции. Когда мы, значит, чуть ли не хвастаемся тем, что у нас сосед, понимаешь ли, такой, вот, мы считаем, что вот на этой улице, где мы живем, как бы никто не приходит, никто никого не обворовывает, потому что у тебя сосед из такой-то, какая психика, то есть другого соседа с другой улицы, как бы, нормально, можно, как бы, обворовывать там и так далее, все что угодно сделать. Самое главное, чтобы на твоей улице, у тебя, чтобы ничего не было. Это такой не эгоизм. В теме о ворах в законе лично мне есть что добавить. Несколько лет назад редакция новостного блока отправила меня освещать суд, но не в зал судебного заседания, а в СИЗО Дранда. Все бы ничего, если бы не ситуация, которая меня сильно впечатлила. До этих съемок я не попадала вовнутрь здания. Первое, что я увидела, это то, что все камеры были открыты. Все люди спокойно передвигались, общались между собой. Дальше было еще интереснее. Начался судебный процесс. В комнату, где проходил процесс, мог зайти любой желающий. Еще раз хочу напомнить, что судебное заседание проходило в СИЗО. Видеокамеру моего оператора посторонние люди все время разворачивали, куда-то уносили. Мне приходилось ее возвращать. Когда поняла, что сил моих уже на все не хватает, возмутилась и выразила свое недовольство представителям прокуратуры и суда, на что сразу была предупреждена господином судьей, что если я не перестану возмущаться, то буду оштрафована.
Но на этом история не закончилась. Кстати, хочу уточнить, судили вора в законе. Милейший человек по имени Мурман с улыбкой на лице наблюдал за всей моей суетой, а потом просто вежливо и вполголоса попросил своих коллег по дранде принести мне стул, стакан сока, вентилятор и добавил: настройте вентилятор так, чтобы свежий воздух дул только на эту девушку. Я думаю, эта маленькая история, которая произошла в СИЗО Дранда, говорит о многом. Выводы я свои сделала еще тогда, пару лет назад, в здании СИЗО Дранда. Но не мне об этом судить. С вами была Рената Шакая.